В горах Ингушетии продолжается обучение каменщиков-реставраторов. Тем временем выпускники этой школы уже работают на архитектурном объекте и стали наставниками для второй группы. Проект реализует при содействии Сафмар Микаила Гуцериева. Муслим Ганиев из Джейраха. Молотком и зубилом будущий мастер-каменщик Бердлянов пытается укротить эту частицу гор Джейрахского района. Острые и кривые грани камня в умелых руках превращаются в квадратные и ровные формы. Берд самый молодой из тех, кто сейчас учится в школе каменщиков. Освоить эту профессию он может благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и президента группы Сафмар Микаила Гуцериева. Я сам из Джейраха, Джейрахский район. Сам живу в башне. И, смотря на нашу башню, заинтересовало, как это шла вся работа. В принципе, сама работа мне понравилась, не знаю, хотел попробовать и заинтересовался. На данный момент я научился обработке камня. В принципе, уже делал внутреннюю укладку башни и наружную тоже. В дальнейшем хочу тоже строить башню. Это уже вторая группа каменщиков, которая осваивает древнюю профессию. Будущие специалисты разглаживают исходный материал и создают из него фрагмент башни. Камень за камнем, весь день они оттачивают свое мастерство, а выпускники первой группы помогают своим будущим коллегам. Площадь У нас каждый курс по 12 человек обучающихся. Один выпуск мы уже сделали, 12 человек. Сейчас приступили уже 2 месяца почти как обучаем уже новый курс. Сейчас эти ребята новые, они уже прошли технику безопасности, и мы их допустили для того, чтобы помочь мастерам, чтобы они видели сам процесс. Если вы обратите внимание, мастера у нас работают в белых касках, а ученики, они работают в желтых касках. Вот так можно их отличить, да? Они не допускаются к принятию каких-либо серьезных решений, но они могут присутствовать, помогать, учиться самим. Ну, соответственно, они проходят и теоретические занятия, да, вот в классе. А основное у нас все 70-80% зациклено на практике. Вот, и сейчас они проходят практику. Выпускники первой группы каменщиков не только дают уроки новичкам, они уже сами ведут работы по реставрации. Первый объект, к восстановлению которого они прикладывают руку, это башни замкового комплекса Пуй. Здесь новоиспеченные реставраторы под контролем более опытных работников воссоздают 2 жилые башни. За 7 месяцев обучились сухой кладке. В принципе, все, что связано с постройками башни. Обработка, строение, то, как нужно его ложить. Знания нулевые были. Сегодня мы уже можем что-то показывать. К нам приходит телевидение и смотрит. Вот весь результат. Молодые реставраторы занимаются не только укладкой камня несущих стен. Здесь стараются буквально воссоздать башни как снаружи, так и изнутри. Внимание уделяется каждой детали. Входная дверь, окна, пол и потолки. В башнях все пропитано духом средневековья. Процесс обучения и процесс работы, он заключается не только, скажем, обработать камень, не только восстановить башню, но и сохранить ауру старины. Вот именно этому, в том числе, мы обучаем ребят. Вы можете сами зайти, убедиться, что вот прямо от двери в башню, вы заходите в башню, и там полностью вы попадаете в средневековье. Вот в этом заключается секрет нашей работы. Делают выпускники школы и средневековые камины. Все создают так, как делали наши предки. Печки, да, мы нашли в старых чертежах по нашей башне. Разные архитекторы описывали лет 100 назад наши убранства, да, внутренние. Вот, и мы решили восстановить эту профессию тоже дополнительно. И у нас есть 2 человека, которые обучаются именно вот по изготовлению каминов ингушского образца.
этот камин не просто наша выдумка, он имеет документальное, этнографическое, историческое подтверждение. И сейчас он изготавливается именно таким образом, каким его изготавливали наши предки. Школа каменщиков была открыта в начале этого года, после того, как глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев начали реализовывать план по реставрации всех башенных комплексов Горной Ингушетии. Возникла проблема нехватки кадров. В республике просто не было такого количества специалистов, которые могут приступить к работе. Поэтому и было принято решение об открытии этой школы. Все обязательства взял на себя Михаил Гуцериев, который через фонды «Сафмар» и «Возрождение» выделяет на развитие республики миллиарды рублей. И как говорит Рамзан Султыгов, мало иметь средства и возможность. Нужно еще немалое мужество, чтобы вложить такие деньги на благо своего народа. Всем необходимым нас обеспечивает именно благотворительный фонд «Сафмар». У нас есть техника, которая приобретена именно благодаря фонду. Мы выплачиваем стипендии. У нас шведский стол организован здесь, да? Ребята имеют форму, инструменты, все необходимое для учебы и дальнейшей работы у нас есть. Если возникают какие-то вопросы, мы обращаемся, и буквально за несколько дней наш вопрос решается, если не за несколько часов. У нас с этим абсолютно никаких проблем нету. Благодаря поддержке фонда «Сафмар» и по личной инициативе президента этого фонда Михаила Сауырбековича Гуцериева я очень благодарен и очень признателен. Самое главное, у нас есть все необходимое, и в нас верят, в наши силы верят, в наш потенциал верят. А это очень тоже важно. Будущие каменщики-реставраторы буквально живут на работе. Здесь для них созданы все условия, чтобы они могли полностью посвятить себя работе. После окончания школы выпускники ближайшие 10 лет точно будут обеспечены работой. Именно в этот срок планируется реставрация всех башенных комплексов. А после они могут работать и за пределами республики. А быть может, последуют по стопам своего главного учителя Рамзана Султыгова и будут заниматься реставрацией объектов культурного наследия в Испании, Португалии, Франции и Великобритании. Кто знает, куда судьба заведет. Муслим Ганиев, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.